Всем привет! Добро пожаловать на нашу новую рубрику «Не прокатило», где мы будем разбирать разные нарушения партий. Меня зовут Айдай, и сегодня мы с вами разберем, что же не прокатило с начала предвыборной гонки. И первой партией выходит Мекиным Кыргызстан, которая, несмотря на ограничения, решила провести концерт. ЦИК решил не выносить предупреждения, но штрафовать кандидатов. Следующее нарушение – это сюинчу или все же подкуп. Дастан Джумабеков, действующий спикер, а также кандидат от партии Кыргызстан, подарил 50 тысяч сомов ребенку, названного в его честь. Хорошее предложение. Но это является нарушением в любом случае. В первом, если он берет деньги из казны как спикер, использование административных ресурсов, и во втором, если он берет деньги из своего собственного кармана, то подкупом. Более того, партия также выпустила баннеры с изображениями ребенка, что тоже является незаконным. Потрясающий ход. Ну, не прокатило. Идем дальше. А теперь давайте вернемся в август, когда партия Биримдик несвоевременно начала агитацию, хотя она должна была начаться только 4 сентября. 10 тысяч сомов за обход домов? И хотя подмена карты мира, ссылки на российские законы и пропуск Нового года не являются нарушениями, мы явно слышим намеки на не самое светлое будущее. Просим партии не нарушать правила, ЦИК тщательнее рассматривать нарушения, а граждан ответственнее подходить к выбору. Действительно ли вы хотите таких лидеров для себя и для своих детей?